Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумалы достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Буквально недавно в средствах массовой информации в Республике Башкортостан прошла такая информация о том, что Ради Хабиров вышел с очередной инициативой, а именно создать добровольческие женские отряды, медицинские, как он говорит, для того, чтобы отправить их на войну в Украину. Что я хочу сказать по этому поводу? Вот Ради Хабиров, как всегда, как только над ним сгущаются тучи, а над ним сгустились тучи, и кто интересуется политикой в Республике Башкортостан, кто следит за тем, что происходит в Республике Башкортостан, тот знает, что Ради Хабиров никак не может согласовать правительство, он никак не может протащить на пост, на второй срок премьер-министра своего друга, человека, который некогда насиловал башкирку, был осужден, точнее, за групповое изнасилование, Андрей Назаров. Вот он его никак не может согласовать, там в Кремле против. Вот. И что Хабиров делает для этого? Как всегда, конечно же, проявляет инициативу для того, чтобы как можно больше людей отправить на СВО. Именно то, что нужно Путину. Путину нужно пушечное мясо, и Ради Хабиров здесь высказывает свое рвение в этом. В этот раз он решил, вот видите, отправить женщин. Кто забыл или кто не знал, но я напомню, что Республика Башкортостан, благодаря вот этим усилиям и стараниям Ради Хабирова, сегодня занимает первое место, уже практически год как, занимает первое место по всей России по количеству убитых в Украине. На сегодняшний момент, по официальным данным, из Республики Башкортостан погибло более 3500 человек. Эта цифра вообще растет катастрофическими темпами. Еще в начале года было только 2000, уже сейчас 3500. То есть за год на 1500, да, прибавилось. Это официально только. Неофициально, то есть еще больше. А сколько раненых, сколько коллег еще дополнительно. Вот. И для сравнения, в Москве, где живет в 5 раз больше жителей, чем во всей Республике Башкортостан, погибших там около 500 человек. Вот разница, да? Кто бережет жизни своих граждан, а кто не бережет. Так вот, Ради Хабиров, помимо уже того, что отправлять на пушечное мясо мужиков, теперь решил отправлять еще женщин туда. У меня встречное предложение к Радию Хабирову. Ради Хабиров, конченый ты наш гад. У тебя жена имеет медицинское образование. Профильное. Как раз то, что нужно для войны в Украине, да, лечить раненых. Отправь, пожалуйста, свою жену, Карине Хабирову, в рядах добровольцев, в первых рядах, туда, на войну в Украину. Я думаю, что она со своим миловидным личиком и со своим медицинским образованием будет иметь успех там, в Украине, особенно среди офицеров. Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что человек, когда подписывает свой контракт, он уже не принадлежит себе. Его тело, его душа уже не принадлежит ему, этому человеку. Она принадлежит офицеру, который будет им командовать там в Украине. Почему я так говорю? Потому что я буквально недавно ездил в лагеря военнопленных в Украину, общался с военнопленными из Республики Башкортостан. Там люди, которые сидят, вот они действительно обманутые. Я их, конечно же, не оправдываю, но я не могу сказать, что вот там люди, это вот те, которые ехали туда вот с криками там «Да здравствует Россия», мы за великий русский мир, там за Путина, там против бандеровцев, против нацистов. Ничего подобного. Там обычные работяги, сельские жители, малограмотные, малограмотные имеется в виду политически неграмотные, не разбирающиеся в истории, не понимающие, что происходит на самом деле. Люди туда поехали зарабатывать деньги. Что им обещали в военкоматах? Им говорят, вот ты поедешь, вот ты водитель, ты поедешь, мы тебе обещаем, ты туда приедешь, ты будешь возить там боеприпасы, там, допустим, или хлеб, продовольствие будешь возить на склады. Ты там строитель, ты будешь восстанавливать мосты в Мариуполе в разрушенном, ты будешь там копать окопы. Вот. То же самое женщинам говорят, вы будете там носить утки, там делать уколы, там делать перевязки и так далее. Ничего подобного. Эти мужики, с которыми я разговаривал, приехав туда, уже на третий, на пятый день им давали в руки автоматы и отправляли в мясные штурмы. Давали на обучение от 1 до 5 дней.
это вообще ноль практически обучения. Людей ничему не учили, а военное искусство, оно требует обучению реальному и долгому. Даже в армии проходит курс молодого бойца минимум месяц, от месяца до 3. А здесь 5 дней, где-то в лучшем случае. Конечно, человек, который никогда не держал в руках автомат, или там держал когда-то его давно-давно в армии, там 20 лет назад, там, и то на присяге, конечно же, он сразу же погибает в первых же боях. И есть такой канал «Ищи своих Башкортостан». Там вот очень интересную информацию выкладывают, что вот контрактник подписал контракт, допустим, в мае месяце, в июле уже был убит. Человек подписал контракт в августе, в начале августа, в начале сентября был уже убит. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди как раз погибают, которые не умеют воевать. Это вот эти вчерашние шоферы, токари, слесари, сварщики, которые едут обманутые. Поэтому, когда человек подписывает контракт, он практически, еще раз говорю, он не принадлежит самому себе. Мало ли, что ему сказали в военкомате. Вообще офицерам там на фронте им плевать, что им сказали наобещали в военкомате. Он как только попадает, им говорят: мне вообще без разницы, что тебе сказали в военкомате. У меня есть план, спущенный сверху от генералов, захватить вот тот город. Вот тебе автомат, пошел на штурм. Откажешься, мы тебя расстреляем. По закону военного времени. И все, и человек идет, потому что у него нету выбора. И слава Богу, если он попадет в плен, как вот эти ребята, которые там оказались в плену. Они говорят: мы вот благодарны Аллаху, кто мусульманин, кто русский, говорят: мы благодарны Богу за то, что мы попали в плен, живые остались. Потому что практически все наши сослуживцы, они все погибли. Вот они все так рассказывают, из моего отряда остался я один, из моего отряда осталось 2, А сколько человек остались калеками, которые еще живые остаются, и они потом мучаются всю жизнь без ног, слепые, контуженные и так далее. Поэтому вот эти женщины, которые, я особенно обращаюсь к вам, женщины, которые собираются в эти добровольческие отряды. Офицеры, которые там находятся, и вообще солдаты, они находятся на войне, в очень жестких условиях. Они давно не видели своих жен. У них вокруг одна смерть. Солдафонщина Они грубые, они неотесанные. И, конечно же, они все там бухают, страшно бухают. И офицеры эти... Множество было видео, доказательств, как они издеваются над своими солдатами. Сажают их в ямы, раздевают догола, бьют, расстреливают. Что говорить, у нас в самом Башкортостане, то есть мы помним этот случай, когда командир с позывным «Самурай» своих же сослуживцев из Республики Башкортостан просто уничтожил зверски. Взорвал их гранатами, забил их ломами, переломал им все руки и ноги и вывез, сжег. Вот такие там офицеры. И вы попадете в руки таких офицеров. Они с вами не будут разговаривать они просто не умеют это делать на войне там. Вы будете подвергаться насилию, оскорблениям, издевательствам. Особенно если это русские фашисты, русские нацисты, которые туда ехали именно с мыслями о том, что Россия для русских, а все остальные народы должны подчиняться русским. И башкирки, татарки вдвойне будут унижены на этой войне. И, конечно же, они будут подвергаться сексуальному насилию, сексуальным домогательствам. Это тоже неоднократно доказано, что такое происходит в российской армии, особенно сейчас. Женщина, которая попадает туда на войну, она не принадлежит сама себе. Она точно так же по контракту, по военному времени, она должна подчиняться офицерам и исполнять все его приказы. Не будет этого делать, на нее управа найдется. Точно так же посадят в яму, отдадут на растязание пьяным солдатам и так далее. Не едьте туда, на эту войну. Сейчас не Вторая мировая война, когда действительно враг напал на страну, когда есть патриотический дух,
защищать свою страну, защищать свой дом, защищать свою семью. Этого нету. Россия сама напала, сама уничтожает мирную Украину. Украина не нападала на Россию и не собиралась это делать. Россия первая нанесла ракетные удары, ввела туда войска, и танки, и самолеты, и вертолеты. Все это бомбило с 2022 года землю Украины, убивало их мирных жителей, разрушало их города. И вы едете помогать этому. Плюс, я еще раз говорю, что с вами там не будут считаться, как с женщинами, с обычными. Вы будете там подвергаться всевозможным унижениям, сексуальным домогательствам и изнасилованиям. Поэтому, вот Ради Хабиров, ему же плевать, ему плевать на ваши жизни, ему плевать на жизнь, если наших мужиков более 3500 отправил, да, уже на смерть. Сколько еще умрет? И не факт, он до сих пор продолжает туда отправлять сотнями и тысячами. Также ему плевать и на вас будет. Подумайте хорошенько, надо ли ехать. Я вас призываю не ехать туда. Не надо. А если хочет Хабиров ехать, пусть отправляет свою жену в первых рядах. До свидания.